Залаты дождь, які проліўся на беларускую эканоміку ў першай палове гэтага году, падобна, што пакрысе пачынае выдыхацца. Запавольваюцца паказнікі росту, а ў выказваннях урадоўцаў ужо пачынаюць гучаць трывожныя ноткі. У чым прычына запавольвання і як гэта ўсё будзе адбівацца на нашых з вами гаманцах? У эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы. Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. То есть это все-таки экономия на самом деле, просто потому что ты не можешь физически есть меньше. Предписывала, знаешь, такое электричка стой раз-два, да, ценам расти не более чем... То есть будет образовываться дефицит, и даже, в данном случае даже не очень важно, каков механизм этого дефицита. Идет просто фактически пропадание системы этих валютных средств. Россия, как мы знаем, является кредитором последней инстанции не только для государств, но теперь и для наших коммерческих банков тоже. Виноваты не мы, виноваты вот эти вот негодяи. Итак, на пачатку навіны з палёў. Традыцыйна улады вельмі моцна хваліліся цягам паўгода эканамічным ростам моцным. У мінулай праграме мы тлумачылі, чаму ён сапраўды мацнейшы, чым чакалася, за кошт экспарту і гэтак далей. Але заставаліся прагнозы міжнародных арганізацый пра тое, што вялікая частка это ўсё ж такі нізкая база мінулага году і што будзе пад канец года, яшчэ не ясна. Зараз выйшлі новыя дадзеныя па ВУП. Пра што яны кажуць? Про то, что замедляется экономический рост, на самом деле. Вместо 3,3%, которые были два месяца подряд, сейчас плюс 3 всего. Вот. То есть это на самом деле замедление ожидалось. Да? Факторы этого замедления, в принципе, тоже понятны. Значит, в основном промышленное производство, которое было главным драйвером роста с самого начала этого года, ну, как раз вот эта реакция на внешний спрос, оно замедляется, причем замедляется, если смотреть вот последние вот эти периоды, последние 3 месяца, там 10 с копейками процентов, 9 и 8 с копейками процентов. То есть постепенно уменьшается. Плюс, ну, это об этом уже все говорят, низкая урожайность в сельском хозяйстве, в основном зерновых. Несложно догадаться, что снижение темпов экономического роста сказывается и на самом деле, снижении темпов доходов населения. Реальных располагаемых доходов населения, они тоже замедляют свой рост. Правда, данные немножко запаздывают, то есть будет еще более сильное снижение. Вот. Но рост, который они показали с января по июль, к предыдущему январю-июлю 2020 года, это самый минимальный рост с 2017 года. Так вот, мало того, что этот рост оказывается таким неравномерным, да, он еще оказывается неинклюзивным. То есть, помнишь, мы говорили, что еще в прошлом сезоне мы говорили, что важным показателем, на самом деле, относительной бедности – это доля расходов на домашних хозяйств, которые тратятся на питание. Ну, имеется в виду, там, конечно, есть еще и расходы обязательные на одежду, там, коммуналку, там, связь и так далее, да, но вот эта вот доля, она, на самом деле, очень хорошо коррелирует вот с благосостоянием. И вот. Что же? И она, на самом деле, несмотря на вот этот бурный экономический рост с конца, то есть последнего квартала прошлого года по сейчас, она, на самом деле, только увеличилась. То есть вот данные по июль, да, значит, это 41% на самом деле расходы на питание. Мы когда приводили рейтинг стран, чтобы показать, какая доля у относительно развитых стран, какая доля у стран там, сравнимых с нами, соседей наших, да, то есть в Беларуси было 35%. То есть это на самом деле довольно серьезный рост. Потому что на самом деле по динамике розничных продаж, ну вообще видно состояние внутреннего спроса, да, и вроде бы как розничные продажи в небольшом плюсе за счет именно продуктов питания, а на самом деле траты на непродовольственные товары, товары длительного пользования, они в минусе. Вот. И это еще раз говорит о том, что траты на покупки там, товаров длительного пользования, да, то есть они уменьшаются. То есть это все-таки экономия на самом деле. И еще раз говорю, я бы атрибутировал рост расходов просто потому, что ну, ты не можешь физически есть меньше, если они, продукты питания дороже. А инфляция растет? В том-то и дело. Ну, я бы сказал так, она тоже немножко замедляется, но по-прежнему на очень высокой величине. То есть вот данные вышли по августу, совсем свежие, это 9,8% год к году. В чем опасность еще вот этого стабильной высокой инфляции? Устойчиво высокая инфляция, да ей даже не нужно ускоряться, может превратиться в то, что она начинает просто укореняться системно, когда люди начинают, понимая, что это не разовое увеличение цен, да, а что оно будет длительным, в контрактах, да, там, в будущих каких-то ценах выпуска, в спросе на, не знаю, там, сколько ты будешь договариваться с работодателем, да, и тогда именно так. И вот опасность вот этой вот ментальной индексации, да,
как раз-таки это то, с чем бороться чрезвычайно сложно. И ты можешь получить еще и не только устойчиво высокую инфляцию, но еще и раскрутку вот этой вот знаменитой инфляционно-девальвационной спирали, когда рост инфляции влияет на реальный обменный курс, изменение обменного курса влияет через импортные комплектующие товары, влияет на инфляцию. Значит, разгоняются инфляционные чакания, отповедная инфляция. Что улады за этими робят? А вот фокус в том, что они борются как раз не с причиной, а с следствием главным образом. То есть с самими ценами, что называется. И вот у нас в феврале, мы об этом рассказывали, было принято преснопамятное постановление номер 100, да, 23 февраля еще, которое предписывало, знаешь, такое электричка стой раз два, да, ценам расти не более чем с марта, не более чем на 0,2% в месяц. Спрацевало? На самом деле, буквально недавно журналисты писали о том, что удивительный феномен. За это время больше всего выросли как раз именно цены, которые регулируются этим постановлением. Как такое может быть? Хочется спросить. А фокус заключается в том, что оно-то, конечно, этот пределы эти никто не менял, да, но периодически отдельными решениями позволяли этим ценам скакать на большую величину. Значит, вот, причем это несколько раз было. Сначала это было масло, позволили, значит, ему вырасти, потом рис, потом детское питание, потом хлеб, хлебобулочные изделия, потом молочные продукты, и последнее вот недавно это мясо, вот там почти на 5%. Ну, то есть 5% по 0,2, ты можешь себе представить, сколько на самом деле месяцев это в него уложилось. Вот. Почему так происходит, спрашивается, да? То есть как бы вроде как нарисовали постепенно, а все время приходится нарушать свои же собственные решения. По очень простой причине, мы об этом многократно говорили. Если товар не хочет продаваться по той цене, которую мы рисуем, значит, этого товара просто не будет на рынке. Да? То есть будет образовываться дефицит, и в данном случае даже не очень важно, каков механизм этого дефицита, как начинают действовать власти дальше. Окей. Значит, цены ограничиваем, дефицит образуется. Что надо делать? Значит, запретить причину, по которой образуется дефицит. Давайте запретим вывоз. И это тоже делали. То есть вот был запрет зерна на полгода. Это как раз до 27 февраля, то бишь вот по истечению полугода действия вот этого постановления о неповышении цен. До этого в июле был запрет на вывоз муки, мучных изделий. Ну, то есть, как бы, и это тоже, судя по всему, не сильно работает. Вот. Плюс это ценовое регулирование на самом деле вроде как продлили, на самом деле еще до конца года. 7 значимых позиций. И там теперь новый механизм, тоже, который хорошо забыты старые, это ограничение предельных максимальных оптовых и торговых надбавок 30%. Фактически сейчас, у нас все идет в сторону, так сказать, время назад, да, то есть они вернулись к тем самым практикам, из которых когда-то выходили, которые как раз хотели отвергнуть, да, вернуться к более рыночным механизмам. Нет, на самом деле вот происходит возврат к абсолютно административным вещам. Ну, не говоря уже беспаспяхова, так? Это так. Ну, уряд і у приватності Міністерства антимонопольного регулювання перейшло до ручного контролю коштів. А що робить Нацбанк? Ну, Нацбанк на самом деле тоже давно борется с ростом цен. Ну, как сказать, традиционным своим механизмом, он долго не хотел им пользоваться, да, поднятием процентных ставок. Причем ставки, на самом деле, Нацбанк же регулярно выдает монитор там, по новым процентным ставкам и средним процентным ставкам за период. Вот по новым кредитам в августе это двухлетний рекорд. То есть это самые высокие ставки сейчас. Самые дорогие кредиты. Абсолютно точно. И депозиты, кстати, тоже. И в одной из передач как-то мы говорили о том, что образовался такой с поздней осени прошлого года, такое, значит, пересечение двух графиков, что привлечение пассивов, то бишь депозитов населения, ставки по ним выше, и по юридическим лицам то же самое, только чуть меньше эта разница, чем кредиты населению юридическим лицам. Так банки дорожей купляют с гроши, чем продаются. Да, понятно, долго, что это продолжаться не может, да, ну, иначе ты работаешь просто тупо в минус, как банк, да. Но обычно это означает, что так сильно тебе нужна рублевая ликвидность, что ты готов вот на короткий период это делать. Но этот период уже не такой короткий. Во-вторых, опять же, глядя, например, по состоянию рублевой ликвидности банков, по динамике, вот последний месяц, например, динамика широкой денежной массы, да, рублевая как раз она выросла, и выросла так, довольно значительно. В том смысле, что за последние много месяцев это такой довольно тоже рекордный рост, и в основном за счет как раз остатков на счетах предприятий в банках. Спрашивается, почему такая ситуация продолжается.
Я думаю, что теперь главным фактором является попытка противостоять оттоку депозитов. То есть речь идет о чем? Что банки воспринимают угрозу оттока, ну, например, валютных депозитов, а именно они главным образом утекают, как важную и как длительную, из-за чего вот этот крест по-прежнему сохраняется. И, кстати говоря, вот опять же возвращаясь к двум параметрам, на которые сейчас имеет смысл обращать внимание. Первый – опасность укорененности инфляционных ожиданий. Второе – это ухудшающаяся валютная ликвидность и валютная позиция. Так вот, был длительный период, много месяцев, когда эти параметры улучшались. И наоборот, последние месяцы говорят о том, что она начинает ухудшаться. Ну, выглядит пока это не так страшно, но это довольно странно на фоне, в принципе, как я уже сказал, вот сверхблагоприятной экономической конъюнктуры. Речь идет о чем? Что отток валютных вкладов продолжается, идет очень долго, то есть нет перетока, увеличения пропорционального рублевых депозитов. Идет просто фактически пропадание из системы этих валютных средств. То бишь, во что они идут, да, и мы как раз показывали, что в отчете как раз Нацбанка о инфляционных ожиданиях видно, что лидирует с большим отрывом, да, это хранение валютных средств в наличной форме. То бок люди здымаюць долары со своих долларовых депозитов, не пераводзяць их у рубли, а куда яны их деюць? Очевидно совершенно, что просто закапывать в землю там, или консервировать, помнишь, как были эти знаменитые кадры у чиновников-коррупционеров находили, да, это не самый лучший вариант. И как раз-таки я думаю, что если мы посмотрим на динамику цен на рынке недвижимости, и там довольно такие, ну, внешне кажущиеся такие малообъяснимые вещи, в том смысле, что цены арендного жилья, они довольно стабильно падают, причем так ощутимо достаточно, да, и мы же знаем, что, я многократно это объяснял, что в конечном счете рынок арендного жилья определяется уровнем располагаемых доходов. А в то же самое время отмечается рост спроса на новостройки. Я думаю, что, опять же, если мы посмотрим на вот этот репорт инфляционных ожиданий, вторым по популярности за наличкой как раз является вложение в недвижимость. То есть я уверен, что это именно вот эти вот крупные вклады людей, которые боятся, ну, чего они боятся, тут сложно говорить, да, то есть как бы любого сценария, что может с этими вкладами произойти, но именно они сейчас подогревают рынок недвижимости, именно готового жилья. Значит, люди выносят свои депозиты, а як увогуле на весь этот процесс повпливали санкции? Вот, это вторая сторона, что называется, тут такой double trouble получился. С одной стороны, валютная позиция коммерческих банков ухудшается за счет того, что пассивы депозитные выносят население. С другой стороны, возможность традиционного канала где-то за границей получать эти деньги тоже довольно сильно ограничивается в связи с санкционным давлением. Да? То есть вот эти вот санкции, причем именно финансовые, про которые я уже многократно говорил, что они, с моей точки зрения, гораздо более важные, чем секторальные санкции по там, предприятиям. То есть они работают напрямую, и они, что называется, влияют на самое сердце экономики. Здольность кредитоваться и перекредитовываться. Да, совершенно верно, потому что как бы ресурсная база банков – это, в общем, вещь, которая влияет и на их устойчивость, и на возможность кредитовать реальный сектор экономики. Ну, во-первых, есть уже информация, в сети появилась, пока она не сильно не подтверждена, о том, что Deutsche Bank намерен закрыть корреспондентские счета в долларах, евро, фунтах Беларусьбанке. Значит, и вообще ситуация такова, что список банков-корреспондентов, с которыми работают белорусские банки, он довольно сильно сокращается, в том смысле, что там становится все меньше серьезных мировых банков и все больше каких-то странных российских банков. О чем речь идет? О том, что это легкость и возможность проведения международных расчетов. Вялікім банкам уже не цікава сачыць кожны дзень там за зменай санкцыяў і рызыкаваць істотнымі стратамі, прасцей адмовіцца ад такіх кліентаў. І зараз такі меншыя, адпаведна, банкі готовы ісці на рызыкі. Мы знаем, кстати говоря, об этом наша НИБА писала, о том, что во многих синдицированных кредитах, который был главным источником получения иностранной валюты для наших коммерческих банков, да, там есть условия, что все эти кредиты могут быть предъявлены к погашению, в случае, если они
немедленному, если как раз вот случится то, что уже случилось. Либо санкции, либо потеря рейтинга. Но их подобно, что массово не предъявили. Да, ну это понятно, потому что в принципе это будет вообще, если это случится, то это... Можно предъявить, или не факт, что отримаешь. Да, ну и плюс банки просто-напросто лягут, скажут, извините, да, значит, становитесь в очередь, как это всегда бывает. Вот. И плюс, еще раз говорю, оказавшись в такой ситуации, это тоже довольно интересный феномен. У нас же Россия, как мы знаем, является кредитором последней инстанции не только для государства, но теперь и для наших коммерческих банков тоже. И, соответственно, процентные ставки, по которым эту ликвидность в иностранной валюте можно получить в России, да, эти процентные ставки становятся существенно выше. То есть сейчас кредиты в российских рублях для Беларусьбанка в 2 раза дороже, чем кредиты в российских рублях в самой России. При том, что обычно же мы знаем, всегда работало как? Стоимость заимствований на внутреннем рынке плюс небольшая надбавка. То бишь получается, что есть 2 канала, которые потенциально влияет и подтачивает в эту самую, еще пока не то, что там, значит, непосредственную угрозу, но подтачивает эту финансовую стабильность. Мы их проговорили. Это инфляционные ожидания, связанные в том числе с потерей доверия к национальной валюте, с потерей доверия к финансовым институтам, банкам в том числе. Это влияние и действий внутри, оттока депозитов и потери доверие к нашим банкам со стороны международных финансовых институтов. Это вот 2 основных канала. Як усё гэта можа паўплываць на наши с вами гаманцы? Аналогия очень простая. Что было, когда, скажем, в предыдущие валютные кризисы народ начинал выносить золотовалютные резервы? Да? Значит, рынок просто прекращался, как и было в 2011 году. То есть вполне можно представить себе, что в случае серьезной опасности оттока валютных депозитов, то есть точно так же, считай, резервов, да, базы валютной ликвидности коммерческих банков, могут быть заморожены валютные депозиты. Просто для того, чтобы избежать цепной реакции, что называется, неплатежеспособности самих этих банков. Вот. Наколькі верагодна, что такое здарыцца ў агляднай будучы, паводле чаго это можно меркаваць? Якіх сигналов может быть? Ну, еще раз говорю, пока для этого серьезных причин еще не наблюдается. То есть мы пока не знаем, как и когда что случится, вот, и что может послужить вот этим вот спусковым механизмом. Но что на самом деле интересно, это то, что Нацбанк, как регулятор, начинает вот в последнем банковском вестнике публиковать довольно интересный репорт, который как раз посвящен финансовой стабильности. Автором его там в соавторстве начальник на самом деле отдела как раз-таки макроэкономических исследований Нацбанка. И он, серьезно? Да, конечно. То есть это человек, который работает с моделями, человек, который работает с данными. И этот человек на полном серьезе начинает рассматривать вариант кризисного развития событий, ну вот инфляционно-девальвационной спирали, например, да, причиной которого он начинает атрибутировать ее каким-то там призывом, не знаю, там, телеграм-каналам, там, каким-то распространением слухов и так далее, и так далее. При том, что он тот самый человек, который первым и лучше других должен знать, что так не работает. Мы наблюдали на огромном количестве примеров в нашей, может быть, не такой длинной истории плавающего валютного курса, да, что если нет фундаментальных оснований для, например, девальваций, то любые попытки панического изменения этого курса, они довольно успешно как раз, значит, что называется... компенсуются спекуляциями супрать. Скорее наоборот, фундаментальные торговцы подавляли спекулятивную активность тех, кто там испугался чего-то, да, или там попытался создать панику. Больше того, сам Нацбанк же не менее 3 раз вот за время существования плавающего валютного курса позволял просто вот ничего не трогая руками, да, успокоиться вот этой панике, когда любой всплеск в конечном счете, да, сбивался просто рыночными механизмами. Тобто виглядає такое, що улады прочуваюць высокую небяспеку крызіса ў агляднай будучыні і таму загадзя шукаюць вінаватых, подстилают соломки. Да, такое ощущение, что речь идет о вот blame game. Да? То есть, да, мы отвечаем за финансовую стабильность, если она будет нарушена, виноваты не мы, виноваты вот эти вот негодяи. Ну, в общем, те самые обычные подозреваемые, которые так нравятся их конечному начальству обвинять во всех бедах. А не реальной причине. Да. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Чалом»,
Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. З вами був Сергій Чале. И Станислав Ивашкевич. До зустрічі. Всего доброго.